В рамках общереспубликанской акции «Добрый Новый год» Сосногорск посетили артисты Республиканской филармонии. В фойе Дома культуры «Горизонт» команда «Коми Деда Мороза» «Коджит Поля» собрала вокруг новогодней елки 150 ребят вместе с родителями. В театрализованном представлении приняли участие мальчишки и девчонки, добившиеся наибольших успехов в учебе, спорте, искусстве, а также дети из многодетных семей. Маленькие участники праздника с первых секунд представления были вовлечены в сказочные приключения. С помощью игр и загадок они смягчали нрав сурового Егморта и спасали Новый год. Благодаря Коджит Полю финал у истории получился счастливым. Создать праздничное настроение Коми Деду Морозу помогали и другие персонажи коми-фольклора – Войпель, красавица Райда, Пера-богатырь. Во время представления дети не только познакомились с новыми героями, но и выучили новые слова на коми-языке. Самая главная изюминка – это то, что мы решили в этом году сделать упор на национальный колорит. У нас не просто Дед Мороз, у нас Коджит Поль. У нас не Снегурочка традиционная, а Райда. Мы поздравить став олышцы, подиола город Сосногорскин, были воин, желает оставыслы, выджит здоровье, кожинем, добор шуд. Каждый ребенок, побывав в гостях у Коми Деда Мороза, получил сладости, специально доставленные в Сосногорск из столицы Республики Коми. На этом приятные сюрпризы не закончились. И взрослые, и детвора были приглашены на настоящие устесольские святки. Музыкальный спектакль в 2 действиях, представляющий красочные сцены из жизни Устесольска конца XIX века. Перед началом представления заместитель руководителя администрации муниципального района Сосногорск Наталья Кирсанова поздравила всех с наступающим Новым годом и выполнила доброе поручение от республики. Под бурные аплодисменты она пригласила на сцену многодетную семью Щукиных, победителей всероссийского конкурса, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Разрешите вручить дружной семье сертификат на санаторный отдых в санатории «Колос» Кировской области. От всей души поздравить их с победой в российском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». За это отдельные аплодисменты. Воспользоваться сертификатом на сумму 200 тысяч рублей семья сможет в течение 2018 года. Объем средств предусмотрен на проживание, питание и лечение. Щукины могут решить ехать полным составом или направить на отдых кого-либо из членов семьи. При этом остальные смогут отдохнуть и оздоровиться в другое время. Напомним, в мае этого года семья Щукиных была признана одной из лучших многодетных семей республики и получила премию правительства Коми в размере 100 тысяч рублей. От администрации Сосногорска семье был вручен сертификат на сумму 30 тысяч рублей на приобретение бытовой техники. Праздник продолжился красочным представлением. Считаешь, кумушка, да бабушка, голубушка, если мы с тобой немножко тоже прогуляемся. Зрителям была представлена лирическая история любви, разворачивающаяся на фоне ярмарочных гуляний с песнями, играми, плясками, народных языческих обрядов и ликующих праздничных церковных колоколов. Новогоднее шоу было удостоено горячих и искренних аплодисментов сосногорцев и, несомненно, запомнится всем надолго. В Сосногорске полным ходом идет подготовка к Новому году. В 3 частях города уже установлены новогодние ели. Продолжается и строительство ледовых городков. В сквере железнодорожников бригада из Екатеринбурга работает над фигурами по мотивам мультфильма «Трое из Простоквашино». Несмотря на непривычно теплую для декабря погоду, мастера со своим делом справляются. Погода немножко некомфортная, слишком тепло. Для нас было бы оптимально, если было бы минус 15 и держалось бы в этом. Это немного было бы оптимально для льда и для резки. Но мы профессионалы, так что справляемся вполне. Эта команда работает в нашем муниципалитете уже не первый год. И каждый раз из-под руки скульпторов выходят настоящие произведения искусства. Традиционно Дед Мороз, Снегурочка, символ года. Оно же панно для фотографирования. Горочка для детей, для малышей и экстремальная горочка. Строятся объекты на площади возле Дома культуры «Горизонт». Здесь опытные мастера превращают ледяные блоки в Деда Мороза и Снегурочку, а также в горку для юных сосногорцев. В этом году впервые на площадях будут установлены и специальные брустверы. Такую рекомендацию дало ГИБДД.
Это нужно для того, чтобы огородить территорию площадей от заезда транспортных средств и тем самым обезопасить население, которое будет принимать участие в праздновании новогодних мероприятий. А вот на площади возле Дома детского творчества пока установлена только новогодняя ель. Но уже совсем скоро здесь появятся горки для детворы. По графику все объекты должны быть полностью готовы к 25 декабря. Сосногорск с рабочим визитом посетила депутат Госсовета Коми Татьяна Солодина. Одним из мероприятий было посещение школ с целью контроля качества школьного питания и организации работы столовых в образовательных учреждениях. На протяжении уже нескольких лет наши дети с 1 по 4 класс питаются за счет республиканского бюджета. И из республиканского бюджета в 2017 году выделено более 360 миллионов рублей для всех детей Республики Коми. Такая же мера поддержки в организации бесплатного питания наших детей, она предусмотрена в республиканском бюджете и 2018 года. Мы общаемся сегодня с детьми и напрямую у них спрашиваем, нравится ли им то питание, которое им дают. Мы действительно сегодня в обоих школах видели хорошую организацию питания. В меню почти каждый день присутствуют фрукты. Мы действительно интересовались, какая доля участия продукции местного производителя Республики Коми присутствует сегодня на столах наших детей. По словам Солодиной, на сегодняшний день на федеральном уровне обсуждается вопрос введения дополнительной меры поддержки для школьников – бесплатное молоко для учащихся с 1 по 11 класс. Особенно молоко, оно полезно для наших северных детей. Я думаю, если такое решение будет принято на федеральном уровне, то, я думаю, и родители, и дети это поддержат. Немаловажный вопрос – материально-техническое оснащение школ. Так, только с 11 по 13 годы в Коми на реализацию программы по модернизации школьных столовых по всей республике было выделено более 100 миллионов рублей. В эффективности использования нового оборудования Татьяна Алексеевна смогла убедиться лично. Мне сегодня очень радует, в обоих школах мы увидели, что и местный бюджет помогает нашим школам. Видим новую мебель здесь в столовых, которое приобретено уже за счет местного бюджета. Это, наверное, правильно, что бюджет разных уровней принимает участие в организации школьного питания в наших образовательных организациях. Еще одна тема, которая оказалась в поле зрения депутата – проверки образовательных учреждений различными надзорными органами. По мнению Татьяны Алексеевны, их количество порой выходит за пределы разумного. Это проблема не только этого района. Только за 2017 год порядка, сколько там мне озвучили, я задавала вопрос, 120 проверок было организовано от различных надзорных органов в 38 школах и образовательных организациях Сосногорского района. Это практически 4. Это очень много, потому что получается, что руководство постоянно задействовано в этих проверках и меньше уделяется внимания воспитательному учебному процессу. Если говорить, просто задушили этими проверками, мы же всегда понимаем, что каждая проверка это заканчивается какими-то штрафными санкциями, это все снова ложится на местный бюджет, хотя эти деньги могли действительно опустить на дальнейшее укрепление материально-технической базы и территорий школьных, и школьных столовых. Являясь председателем комиссии Госсовета по вопросам ЖКХ, Солодина не обошла вниманием и реализацию программы капремонтов. Она побывала на нескольких объектах и пообщалась с представителями управляющей компании и подрядчиками. Предусмотрено снегозадержание ставится внутри самого ограждения. Они двойную функцию выполняют. А какие-то замечания все-таки есть у вас? Вчера были мелкие такие замечания. Один продух был, сеткой не закрыт. Мы еще в этом году тоже попросили продухи закрыть сеткой, чтобы по красоту, которая, да. И снег, и голуби там. Нареканий ни у управляющей компании к качеству, ни у подрядчика по оплате выполненных работ нет. Однако, говорит Солодина, основная проверка еще впереди. Надо следить. Гарантия у нас по 5 лет, 5 лет по капремонту. Да. И, конечно, главное, наверное, будет главное испытание после сильных дождей. По мнению парламентария, Сосногорский район справляется с поставленными задачами по капремонту хорошо. Если говорить по всей Республике Коми, нас все равно волнует вопрос капитального ремонта наших многоквартирных домов.
потому что в плане в республике на трехлетний период 15-17 год все-таки стояло 285 домов. Сегодня мы видим к концу 2017 года чуть больше 50%. Если говорить по Сосногорску, результаты по реализации вот этой программы, они лучше. Из 22 домов, которые были в трехлетнем плане, 18 домов действительно они реализованы. Татьяна Солодина также упомянула и программу по переселению из ветхого жилья, которая в этом году завершается. Она отметила, что данную программу необходимо продолжить и выразила уверенность, что такое решение будет принято на федеральном уровне в ближайшее время.